Уголовное дело в отношении Кана Квартия было возбуждено 24 ноября 2025 года. На рассмотрение в Сочинский суд направлено в апреле. В июне 2026 российская инстанция вынесла обвинительный приговор в отношении депутата парламента Абхазии. После консультации с юристами и коллегами депутат принял решение обжаловать вопрос в установленном законом порядке во всех вышестоящих инстанциях. Но этот вопрос пока остается открытым. Мало верю в это, но все-таки мы с коллегами, с друзьями, посоветовавшись со своим адвокатом, мы решили, что мы пойдем по инстанциям, пусть оно идет. В ходе встречи с журналистами Кан Квартия уделил внимание и другим вопросам. По мнению депутата, республике необходимо активизировать усилия на международной арене. Хотя МИД республики постоянно ведет активную деятельность в этом направлении, участвуя в женевских дискуссиях и устанавливая связи со странами, которые потенциально могут признать Абхазию. А мы понимаем, что для укрепления нашей страны, нашего суверенитета, мы обязательно должны продвигать интересы дальше. Не только за пределы Черченного круга России, Никарагуа, Венесуэлы, Сирии или еще кого-то. Мы должны свое признание расширять. Есть у нас аэропорт. Я считаю, что мы сегодня должны добиться, чтобы мы имели свободный вылет хотя бы в неделю раз, скажем, в Турецкую республику, в Ереван. Это будет налаживать отношения с другими странами. Депутат затронул и тему взаимоотношений Абхазии с Грузией, обозначив свою позицию по данному вопросу. Война закончилась, для меня, понятие солдат тоже прекратило существовать, остается только понятие патриота. Но и Грузия должна понимать, что время этих всяких взаимных претензий прошло, поколения меняются. Вы помните, Советский Союз выиграл большую войну отечественную с фашистской Германией, но после этого наладили отношения экономические, политические, культурные, обмены шли. Но эта жизнь, она продолжается. Не обошли вниманием участники пресс-конференции текущую ситуацию внутри Абхазии. Отвечая на вопросы о деятельности оппозиционных сил в республике, Кан Квартия дал свою оценку происходящим политическим процессам. Я считаю, что я лидер оппозиции, которая не прогнулась, не сломалась, не продалась и не договорилась. Я не знаю, кто как себя считает, я проабхазский политик. Как это так? Что значит пророссийский политик? Что значит про западный? Мы должны быть первым другом проабхазскими политиками. В завершении встречи депутат ответил и на другие вопросы журналистов. Гугут Савардани, Ахрамичба, Абхазское телевидение.